Давайте я представлю, да? Уж коль мы напросились на встречу с вами, значит, я представляю администрацию города Люберцы. Значит, я начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Значит, зовут меня Бронислав Казимирович, фамилия Кориновский. Ну, кто смотрел люберецкое телевидение, то мы там встречались в прямом эфире, где общались по вопросу подготовки объектов к зиме, ну и проблемные вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Значит, сразу хочу, уважаемые жители, озвучить направление моей работы, чтобы вы понимали, что я не президент, да? Я не Медведев, а я веду направление, то, что касается каждого человека. Это тепло, это водичка, это обслуживание дома, содержание дома, состояние дома. Это сфера моей деятельности. Ну и, естественно, все, что касается работы управляющей компании. Вот. Если в этом направлении вы готовы переговорить, я хочу единственное сказать, что, готовясь к этой встрече, я посмотрел, где нам приходится встречаться. Конечно, место у вас здесь, мне, честно говоря, очень нравится. Да? Очень нравится. И то, что вот веселый вот этот звоночек звенит за детишек, это в первую очередь заслуга ваша, потому что это ваши дети, и вы хотите, чтобы они жили в комфортных, нормальных условиях. Да? Да и вам, так же, как и мне, хотелось бы тоже жить в таких же условиях. Поэтому давайте мы нашу встречу построим в каком плане? Во-первых, все вопросы, пожелания и проблемы, которые не решаются на уровне управляющей компании, значит, мой заместитель рядом со мной, вот, Ирина Михайловна Старостенко, она все запишет. То, что мы сможем решить в сфере моей деятельности, значит, мы с вами будем совместно решать. Я оставлю свои координаты, хотя они, товарищи, на сайте управления ЖКХ есть, включая мою фотографию. Да? Поэтому есть телефоны, значит, у меня приемных дней нет, потому что у меня двери открыты постоянно и в любое время, кто желает. Единственная просьба, если есть проблемы, желание встретиться, ну, предварительно позвонить, потому что я тоже не бываю постоянно в кабинете. Проблем у нас и в городе, и в районе много, поэтому часто приходится ездить. Ну вот сегодня у нас очередная встреча, потому что мы постоянно встречаемся с людьми. Давайте тогда по представителей. С 9-го дома есть здесь? Да. С 11-го? Да. С 13-го? Есть, да? Пусть представляется, когда говорит. А это, ну, конечно, значит, у нас на участке... 24-й почему не приглашали? Почему? Там объявлений. Ее сделали как, да, года 2 назад. Года 3-4 назад. Ну, содержится нормально. А вы что имеете в виду нормально? То, что вы покрасили желтым цветом или потому, где дети наши ходят? Идемте пройдем. Или вы своего внука и ребенка приведете и скажете, вот в таком состоянии площадка внутридомовая. Мне нравится, у нас мало качелей. Я читал ваши обращения. Да. Нам не хватает этой площадки. Вот на все, весь вот это. Мало качелей, да, очень мало. То есть желательно... Для маленьких детей, так, естественно, маленький комплекс товарищи, желательно. уважаемые женщины, вы концентрируете внимание, то есть то, что хотелось бы, да? Да. Давайте разделим. Первый вопрос возьмем, давайте, по благоустройству, да? Да. Значит, по площадке, значит, есть просьба увеличить количество качелей, учитывая большое количество детишек, да? Маленький комплекс для маленьких детей. Вторую можно запросто вот такую вот. И песочницу. Песочную, конечно. И вопрос. еще вопрос. Видите вот эта вот площадка волейбольная? Вот ворота, видите? И вот эти вот, как скамеечки, вот когда бьют в ворота мяч, вот этот мяч летит по траектории прямо на головы людям, которые сидят на этих вот скамеечках. Ну, понятно. Надо нарастить. Здесь вы хотите сказать, что надо сделать, Ну, конечно, мячом могут по маленькому ребенку попасть и повесить все. сетку, Да. сетку установить. Это, в принципе, не затратное такое. Но это тоже проблема. Но это требуется время Работа. запланировать. Это все бюджетные деньги. Мы это дело отметили, чтобы установить защиту. Мы написали вчера заявление на это.
И купол еще сделали, как в цирке. Так. Ну, когда ее вообще не было. И вопрос касается покрытия, да? Каждый день Ну, все не будем ходить туда-сюда. Давайте вдвоем сходим с вами и посмотрим. Пойдем. Технологии предусмотрены. Хотя я лично считаю, да, что технология этого вчерашнего дня. Но здесь нарушения нет. Пожелание здесь Мы против установить. этой клуши. Я с вами согласен. Вы слышали, что я сказал, да? Мое личное мнение, что это вчерашний день. Потому что, не дай бог, ребенок сейчас вот споткнется и немножко прокатится, у него все коленки и ноги будут стерты до крови. И Я с вами? окошки все будут там. Подмести это невозможно. Понятно. Вот здесь столько стекла и столько Что вы нам можете битого стекла. Вот предложить? что вы можете Я предложить? сейчас Да. могу сказать свое мнение, что здесь нужно установить лучше всего это мягкое покрытие. Да. Ой, мы будем благодарны. Но это стоит денег. Понятно. В этом году это сделано. И, наверное, в следующем году не будет, потому что у нас еще Нет, а есть... почему? Вы следующий год уже Раска- разве составляли бюджет и план детских площадок? Рассказываю, что у нас есть еще полно дворов, где площадки, даже вот такой площадки нет. Нет. И люди просят, ради Бога, сделайте нам площадочку. То есть вот здесь называется как? Ну вот есть хорошая вещь, но ее надо улучшить. Мы улучшим ее, но со временем. Нет, вот В этом понимаете, году, в время следующем понятие не растяжимое. Время, вот эти дети уже не будут ходить, когда вы сделаете это, Понятно. им она уже не Здесь нужна будет. единственное, эта. детишки уже понимают все прекрасно. Да? Вот вы вот на такую горку скатитесь, пожалуйста. Вот возьмите, скатитесь, а потом скажите вот этой девочке, что ты подожди, тебе через 3 года за то, что моя мама Понятно. и папа работают в Москве Я и вас платят там прекрасно- налоги, не может Люберцы установить мне эту площадку. Прекрасно вас Да, понимаю. нет, вы не хотите понять, Но это я вас хочу должна сказать, понять. что денег у нас. Я понимаю. Вы тогда покажите план установки площадок по городу Люберцам. Пожалуйста, Каким образом происходит выборочно? Выйдите на сайт. Я там не хочу, вы скажите, пожалуйста. Вы нам в этом вы году нет. Вы меня послушайте, вы пришли с нами встречаться. Мы задаем вам вопросы и все свои высказываем. Конечно. Как администрация. Потому что вы работаете для нас. Для всех Да, жителей. я и Не говорю только- для меня. Вы для работаете всех. для жителей Люберцы. Поэтому мы вам и будем задавать вопросы и говорить свои пожелания. Поэтому мы хотим знать, по какому принципу устанавливается мягкое покрытие на площадках города Люберец. По какому принципу? По большому счету мы еще не установили Ну почему? ни одного покрытия, почему не кроме установлено? коммерческих домов, которые строились инвестором за средства А простите, у нас какой соинвестора. дом? А у нас какой дом? дом А у нас построился стопроцентный дом. А тогда мы У нас ни простите, одной И вы нету. проблемы эти ставите перед администрацией. Администрация Вы не выдавала знаете, запрещение на да, ввод она- объекта в почему вы, эксплуатацию. да, принимали на Когда баланс вот объект это. вы принимали Да. в эксплуатацию, вы его должны были Мы создать совсем зациклились другую. на этом вопросе. Нет, Я вы ответил, начали подошли. говорить, Я да, отвечаю я вам говорю, Когда правильно? строился? Нет, вы просто Я вам ведете правильно разговор сказала? Вы о том, должны что были это, принять в полном это не объеме. социальное жилье. Площадкой. нам Да. сделать покрытие. Площадка, Да, и с вами. все. Согласен? Полностью и пообещать. эксплуатации. Потому Не надо что тогда было это выдавать несерьезный разрешение разговор. на ввод объекта в Да. эксплуатацию. Надо было сказать, сделайте строители как Девушка работает положено. адвокатом Мне не или адвокат. прокурором? Нет, Почему? ну тогда Вы У меня своя инвестор, работа. вы покупали квартиру, Да. и вы выставляли технические Нет, условия. а вы Мы почему не выставляли принимали? технические А вы почему условия. принимали этот дом? Это Вы закон. почему вы принимали этот дом, на котором не было детской площадки, в отвратительном состоянии, не было Если вы тротуара? хотите меня Почему? сейчас сделать виновным того, что Это вы хотите нас сделать виновными, что мы не установили в технических условиях установку вы покупали, площадки. видели, что покупали. Не мы же вам выдавали. Это вы грамотные, это вы администрация, а не мы жильцы. Да нас обманывают, у нас полно обманов. Я вас не обманываю. Я хочу сказать, что вот эта площадка, она соответствует нормативам. Чему? Вот на то, что у нас Чему? Давайте приведем и мне сказали, я скажем. согласна. Вот Я это соответствует нормативу. Вы посмотрите. Есть Вот это соответствует. гранитный. Идемте дальше пройдем. Где вы видите гранитное? Вот идите сюда, идем. Вот сюда придем. Да везде, просто посмотрите и скажите. Вот такая площадка. И даст нам покажет по телевидению. Мы рады, спасибо вам. И, пожалуйста, приведите своего ребенка вот на этот камень. Да. А вот, пожалуйста, а кто за это отвечает? Люберцы, администрация не отвечает.
Жильцы, оказывается, мы Отвечаю, неправильный отвечаю. договор И составили здесь с завтра же инвестором. придут и уберут. А почему до этого не сделали? Потому что вам надо было, как добросовестному собственнику, сделать Да, заявку в ЖЭУ. мы до этого написали Воробьеву письмо относительно вот этой площадки, вот этих камней. И мы ничего больше не просили. И Ружицкому написали. Да потому что, вы знаете, Меня вы хотите считаете, что мы завести? все... Да не надо, вас никто не заведет. Вы Понятно. просто не ведите себя так, что вы хозяин Люберца. Хозяева жители Люберца, а не вы администратор. Не вы, понимаете? Если кто хочет вот так вести себя, памятнику Ленина, покричать там немного. Да спасибо, не надо кричать. Я просто хочу узнать суть того, что... Где ваш помощник, чтобы она включила ваши слова, записала о том, что вы включите наши Все слова. записано. Нет, она далеко стоит. На каждый вопрос вам ответ дадим. Да. Нет, Данянки туда. Состоит... Уважаемая женщина-помощница, можно А вот то, подойти? что там камень торчит, я, конечно, с вами согласен. Вопрос у нас такой, вопрос Малышка! в новом доме. Новый дом изначально сдавался с чем? С счетчиками воды на горячую и холодную воду. Значит, почему у нас изначально не все квартиры Ирина Михайловна, регистрировали свои Ирина Михайловна, Ирина Михайловна, И с этого вся проблема. Тарасенко, а что вы там стоите? Она решает вопрос. А то мы ходим вокруг и около. Вот натуральный вопрос может быть. Повторите, пожалуйста. Сейчас повторю. Значит, наши два дома, 9 и 11, они построены за счет средств квартиры, ну как это назвать? Собственников, да. Соинвесторов, Изначально по планировке наши дома сдавались со счетчиками воды холодного и горячего водоснабжения. В итоге не все квартиры поставили на учет свои счетчики. Из-за этого сейчас идут проблемы. Что люди, проживающие в квартирах и зарегистрированы, предположим, один человек, счетчика не имеют, а у них живут в гостях по 5 и больше человек. Летом ходят туда-сюда. То приехали, то уехали. Они все пользуются водой. А весь дом должен платить за них, когда наведут порядок. Тем более в нашем доме, где все подведены счетчики. Им только их нужно поставить на учет. Не хотят. Не хотят. Вы абсолютно правы здесь. Значит, есть общедомовой счетчик, да? Есть поквартирный у каждого счетчик, да? Значит, общевой счетчик у вас работает. Да. Значит, поквартирный счетчик, часть жильцов зарегистрировали и перешли на учет по приборам учета. Часть не хотят. Закон это разрешает. Разрешает закон, жилищный кодекс, о том, что это собственник, он вправе решить все. Но есть недобросовестные собственники, которые сознательно не регистрируют свой прибор учета для того, чтобы пользоваться, например, человек зарегистрирован один, да? И по жилищному кодексу, значит, платежка начисляется по количеству зарегистрированных. На одного человека. Есть понятие резиновая квартира. Сейчас многие Мне это слово не пользуются. нравится совершенно. Никакие это не резиновые квартиры. То, что показывают по телевизору, Но вместо это одного- регистрацию просто люди дают. По 200-300 они не влияют на наш объем воды. На наш объем воды и потребление влияют те, кто приезжает в гости. Сегодня их 5 человек. Пройдите по квартирам, можно взять список. Один прописан, 6 найдете. Вот про что разговор. Это не резиновые квартиры, не надо уходить от темы. Вы меня не услышали. Я вас Пусть это услышала. пусть это будет в любом виде. Гости. А под гостями мы понимаем всех, гастробайтеров. Человек скажет, это мои гости. Вы скажете, что это не гости? Нет. Но сейчас вышло в свет, я говорю, это и в прессе, что до жителей довели. 344 постановление правительства о том, что в случае появления вот таких недобросовестных собственников, которые пользуются коммунальными услугами, платят за одного человека, в итоге разницу разносят как общедомовые нужды. Понимаете, в этом случае закон сейчас разрешил управляющей компании вместе с советом дома, который у вас должен быть, если нет, изберите, это ваше право и обязанность иметь совет дома, который от вашего имени будет защищать права собственника. Мы на эту тему еще остановимся. Значит, нужно создать не менее 3 человек, управляющая компания,
Я Вот вы понимаю, можно я вас слушаете, перебью? вы слушаете. Нет, вы извините. А то вы не хотите. Подождите, а я, например, Вы не не знаю, хотите? мне Нет, вы интересно. понимаете, вы молодой человек, вы не знаете. Вы хотите все забыла. передать на плечи добросовестных жильцов. Давайте создавать комиссию, давайте выявлять. А почему мы не наказываем тех, инициатива кто не жильцов. недобросовестно использует наши А каким ресурсы? образом можно Вот и всё. можно Понимаете, вы использовать вот без всю вашего тему участка? перевернули с головы на ноги. Ой, в курсе я всего этого. Я вам рассказываю, как это должно быть. Если хотите, чтобы я пошел вместо вас решать ваши проблемы, я один, а у нас 170 тысяч населения. Моя задача, как начальника управления, реагировать на болевые точки, но не решать за вас все вопросы. Так вот рассказываю, как мы должны с вами делать. И я в том числе как администрация. Мы идем, вы видите, что у вас сосед, один зарегистрирован, а живет там 5-6 человек. В любом случае, без вашей информации никто это знать не будет. Не управляется. Вот информация о том, сколько прописано в каждой квартире и зарегистрировано, она не дается просто так. Ну хорошо, эта комиссия, Мы говорим по факту. эта комиссия может решить вопрос, чтобы обязательно. на тех людей, кто, у кого счетчики не зарегистрированы, на них все это списать? Нет, нельзя. А почему? Страдают, потому что на общедомовые нужды мы дошли до того, что людям начали, он потребляет в месяц 3 куба, а ему на общедомовые нужды начисляют по 9 кубов воды. По 9 кубов. Ну и кто решит вопрос? А ЖЭК за это не должен отвечать? Никогда ЖЭК без вашей информации знать эти вещи не будет. Послушайте, ЖЭК ходит постоянно, они Кто вам знают, где, мешает в какой снять квартире кто трубочку и живет. позвонить в ЖЭК, сказать, что в такой-то Вы понимаете, квартире. что это глупость, потому что ЖЭК абсолютно знает обо всем. У нас в понятно. подъезде на Где у 7 нас этаже ЖЭК? живет сосед, живет сотрудник ЖЭКа. Вот наш ЖЭК, да? Вы знаете У нас на человека? 7 этаже живет Пожалуйста. у нас на 7 этаже живет сотрудник ЖЭКа. А на 5 этаже живут непонятно кто и в каком количестве. Где-нибудь она влезает, точно так же, как милиционер. Он здесь живет, а рядом с ним живет, он не пойдет. Да. Но только потом квитанции приходят вместо 4 У нас с ЖЭКом очень Вот хорошие теперь, отношения, теперь они с нами нам- работают постоянно. Нам закон разрешает, чтобы под эгидой работников ЖЭО вместе с участковым актировать количество проживающих человек и на это количество уже собственнику выставлять счета на оплату коммунальных услуг по количеству заактированных лиц. Это закон разрешил. Раньше это не было. Ну, то есть, если вы говорите... Почему сырые законы вступают в действие? Недоработанные. Я, еще раз, я не Государственная Дума. А вы должны опротестовывать, вы наш представитель. И должны от нас писать туда, что мы Да, недовольны. ваш представитель Понимаете, здесь, мы писали депутатам и тем, кому не надо. Ничего, вопрос не решен до 15-го года. А то резиновые квартиры. Прямо Да, до первого... бетон торчит. До 15-го До года. начала 15 года, да. А то не знаем, молодые люди ничего не знают. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Вот попробуйте подняться по этим ступенькам и спуститься с вот этой горки. Уже предлагали. Уже предлагали. И вот здесь вот попробуйте упасть. Я вам свое мнение сказал. Мы повторяемся. Мы просто 1,5 часа на молочке постояли. Мы Я повторяемся. опоздала. Вопрос помочь, можно что-то решить. Мы стоим 2 дня. Подождите, мы перескакиваем. Я уже объяснил это. Ну зачем еще объяснять? Я тоже считаю, что Кого это, узнать вот о это состоянии неправильно. санитарного Но покрытия? по нормативам это разрешается. Инвестор, застройщик, который он построит по нормативам. Кто нормативы определяет? Неудобно. Любой ребеночек, который упадет, он поцарапает себе ногу. И пожелание, чтобы здесь сделать мягкое покрытие, мне тоже понятно. Но мы такой роскоши сейчас себе позволить не можем. Нет у нас таких денег. Это ваш вопрос или не ваш? Вот, извиняюсь, может быть, только я один это замечаю, но вот ночью просто регулярно задымление. Запах. Нет, это не запах просто, это идет просто сильнейшее задымление. Я не знаю. Какие предприятия это могут создавать, мы с вами прекрасно знаем. То есть у нас есть и мусоросжигательный завод, и второй мусоросжигательный вопрос. Каким-то образом администрация при участии, может быть, населения этот вопрос может поставить на контроль. Понятно, что когда есть система фильтров на мусоросжигательном заводе,
для достижения сиюминутной выгоды люди могут просто-напросто эти фильтры, чтобы их сэкономить ресурс, могут их просто-напросто отключить на время или просто запустить на этом мусоросжигательном заводе просто. Это только в ночное время. Это только в ночное время. Это только в ночное время. Этот вопрос решаемый или нет? При том, что об этом говорит весь интернет. Наиподлейший просто способ травления людей. Вы сами, если живете в Люберцах, по всей видимости, вы ощущаете. Я живу в гарнизоне. В гарнизоне это подальше немножко. Вот здесь это ощущается просто. Люди, живущие ближе к мусоросжигательному заводу, ощущают это очень сильно. Какой-то яд просто-напросто. Как вас зовут? Представьте себе. Меня Владислав зовут. И дом какой у вас? Вот, дом 13 на Побратимах. Вот. То есть это просто кошмарный дым, ядовитейший У нас просто. в основном идут жалобы И регулярно. с района Вуги. Вот там, да, оттуда, вот, По поводу чего? по поводу нехарактерных таких запахов гари. А чем пахнет? Дымом пластмассы, дымом машин, бензиновым? Канализация, да, вот правильно. Но где-то канализация, но здесь дым просто. Мусорный завод не дает канализацию. Именно запах дыма. Именно запах дыма. Неужели вот такие вот сложные предприятия, их просто, вот кто должен ставить на контроль? То есть какая процедура существует? У нас в администрации есть, в районе администрации есть управление, мы его называем экологическое управление, которое вот собирает вот такую сигналы, населения. Ну, есть сигналы регулярно, потому что есть соседи, у моей мамы соседи направляли письмо, им отвечено, что несколько предприятий, в том числе мусоросжигательный завод может дымить, завод по сжиганию там, каких-то там трупов животных. Сигнал, который вы дали, Сколько лет не работает Ночью много не работает. А где? Котельная, это не запах котельной. Это не котельная, это не котельная, уважаемая. Котельная. Уважаемая, моя мама живет на улице 8 марта, дом 42. товарищи, не спорьте, Если ночью идет дым, не спорьте. Там запахи, это одни запахи, а у нас здесь свои запахи. У нас котельная. Вы, наверное, не знаете работу котельной, поэтому... Я знаю работу котельной. Мусоросжигательный Мне с завод. 16 этажа, в отличие от вашего первого, очень хорошо видно, как оттуда идет дым. И дым идет все время в нашу сторону. Давайте, А вот я когда вопрос вы задал, будете это самое, я вот хочу услышать усовершенствовать ответ. нашу котельную? Во-первых, вопрос Не мы котельную, записали, как она что с этого района называется? появился источник. Нет, Потому что в основном где нам горячий воду? роза ветров у нас идет вся, Котельная, да? вы знаете, да, Такая большая северо-запад. котельная. Преобладание 60%. Да, роза ветров. Это 60%, 40% идет сюда. Я с вами согласен. Я говорю, преобладание розы ветров северо-запад. Поэтому все сдувается. И у нас в основном жалобы идут, это вот Егоровское направление, Луги, электрификация, Первый Панковский, вот этот пуск жалуется. Поэтому по всей видимости и сюда заходит. В основном год назад больше преобладали запахи, это именно сероводорода, то есть выхлопы некрасные. Не то. Мы направляли официально в адрес мэра города Москвы письмо с анализом этой ситуации. Была комиссия объединенная Некрасовки. Факт злоупотребления подтвердился, что вот как вы говорите, в ночное время они стравливали те запасы газа, которые в них собираются там. Это в Некрасовке тоже так делают. Это все так делают. И, Традиция. у нас есть официальный ответ о том, что правительство Москвы планирует в 2014-2015 году установить новые современные оборудование, чтобы закрыть этот вопрос. Это Некрасовка. Это Некрасовка. А мусоросжигательные предприятия, их можно поставить на контроль? Я попрошу тайм-аут, потому что я не готов вам сейчас сказать. Мы вопрос записали. Наш экологический отдел эту информацию мы направим завтра же через зама, курирующий это направление. Надо совместно с Роспотребнадзором провентилировать эту ситуацию, выяснить источник, и, соответственно, уже принимать меры. А о том, что жалобы идут, я с вами согласен. Спасибо. А вот еще у меня по уборке вот этой дороги. Как оказывается, она городская. Она не относится к нашему ЖЭУ. И вот за всю зиму машины стоят вдоль дороги. Дорога узкая и не обрабатывается. То есть трактор не может пройти и убрать снег. И теперь вот делают нам дорогу, счистили, и опять такую же, только полотно сделают. Ее не расширили, ничего. Кому нужен вот этот ремонт, хотелось бы узнать.
И почему мы разрознены? Почему город делает? Наша ЖЭУ не в курсе. Жильцы тем более ничего не знают. И нам вот это не нравится. Насчет того, что я не знаю, ЖЭО знает или нет. Не знаю. Я знаю, что Трест точно знает. А ЖЭУ не знает, потому что я сегодня у них была. Поверьте мне, ну лукавят эти ребята, потому что не может быть, чтобы они не знали. У нас все работы, которые мы планируем на этот год, да, и сейчас вот как будет утвержден бюджет на следующий год, значит, и на следующий год у нас вся информация высвечивается на сайте администрации. Программа развития дворовых территорий. Потому что территорий. надоело вот этот ремонт клоками. Вот нужно делать законченный ремонт. Вы взялись улицу делать, сделайте ее. Ни бордюр не кладут, ничего. Собрали быстренько за один день все это полотно, и завтра такое же положат. И, между прочим, неплохое было полотно, а его собрали. Вам надо было раньше посмотреть. Вот вопросы возникают, почему такой ремонт? Я отвечаю здесь, вы меня спрашиваете, как всю администрацию. Тема немножко не моя. Ну, я считаю, были бы другие. у меня жилищно-коммунальные вопросы, не благоустроительные работы. Вот все, что вы спрашиваете, это не... Ну пусть нам приедет те, кто за это отвечает. Я вам доведу требования главы. Он запрещает ложить асфальт, если это пешеходная зона? Нет. Нет. Вот пешеходную зону запрещает ложить асфальт, камень, все остальное без бордюрного камня. Нет, И это вот дорога проезжая, которая относится к городу Люберцы. Она мимо ЖЭУ, никто ее не убирает всю зиму, а мы по ней ходим и ездим. Может быть, ее и убрали, если бы ее не заставляли машинами, правильно? Ну, вы же сами сказали. А если у нас некуда машин ставить, а у нас план, это самое, идет политика страны, чтобы все были при машинах, их куда, на крышу ставить? Была только колея, можно было проехать трактором и все. Извините меня, когда идешь с коляской, даже без коляски, за тобой едет машина, и ты идешь по этой колее, которую просто пробили автомобили. Все, больше некуда. В этом году сами знаете, сколько было снег. И пока мы тоже не жаловались туда-сюда, у нас так и ничего не сдвинулось. Неоднократно. Тем более здесь детская поликлиника. Кто постоянно ходит сюда. Чтобы они принимали решения. И то, когда... Вот там такой бугор, его бы сделали, туда бы люди ставили машины. Ведь вот так же и оставят, как он есть. Но если это благоустройство, сделайте нам его. Ну нельзя так. Вы имеете в виду увеличить количество парковочных мест? Ну, в принципе, люди поставили. Рассказываю вам, вот сколько раз не пытались увеличить количество мест, сразу появляется группа людей, которые против. Поэтому... Против там не будут, там ничего не участвуют, это вы говорите. Поэтому мы с вами, вот вы как-то даже с обидой мне сказали, что вот вы заставляете, чтобы мы, собственники, проявляли где-то активность и все сами делали. По воде, да, я против. Не только по воде. Значит, у нас все-таки принцип демократии, он существует. Вот мы сами не хотим ее брать в руки. Власть дается вам, собственникам. И все законы сейчас приняты и принимаются в надежде, что собственники будут сами управлять своим домом. Плохо, конечно, что в свое время государство не выполнило те обязательства, которые изначально закладывались, когда начинался этап приватизации. Должны были бы сделать всем капитальный ремонт. После этого, извините, собственники, отвечайте за свой дом. Ну, я не говорю про ваш дом. О чем вы говорите? Дом красавец. Сначала посчитайте, какая зарплата у наших тружеников, а потом говорить, что они все потянут. И платную медицину, и платную учебу, и еще капитальный ремонт дома, дороги, площадки, в кабинет и сидите целый день с ним беседуете. Надо совесть иметь. А что, я неправильно говорю? Извините. Но на них нужно посмотреть. Мы сейчас по 11-му поговорили, давайте во двор 9-го зайдем. Подождите, 9-й дом относится к 11-му кассе. Вот приехали не только к вам. минуту можете помолчать. Я не уйду. А вы с какого дома? Я с 13-го дома. Вот меня сегодня чуть не задавили. На той неделе шел с внучкой, то же самое. С собакой пройти невозможно. Я пошел на почту заплатить за квартиру. Вот вы выходите из дома. Когда здесь еще при Михайлове сносили гаражи, говорили, здесь пешеходная зона. Сейчас стоят гаражи кооперативные, вот их видно, зеленые. А рядом с ними, перед тротуаром, дорожка узенькая, 4 метра. Одна за одной прут машины. Сюда, мимо 19-го дома, проезд. Это транзитная дорога. Пойти на почту
Так пройти туда Ладно, я к вам на невозможно. прием приду. Собьют. Там дорога, Там дорога, натуральная шоссейная Потому что, дорога. когда возникает здесь пробка, Ни, устраивают ни транспорт. ГАИ, ни администрации, ЖЭК ничего не может положить железобетонную Это чушку. не ЖЭКа вопрос, А чей? это вопрос вот дом и придомовая И территория. опять не ваш А вопрос. то наш вопрос. Решайте его. А какие предложения у вас? Чтобы вы туда сейчас давайте вышли пойдем на и постояли по времени 5 минут, ровно 5 минут, и посчитали, сколько пройдет машин. А потом попробовали перейти дорогу. Давайте просто Один. сейчас не говорить Возьмите и голословно, а перейдите. пойдем туда ногами. Чтобы вас не задавили. Ваше предложение установить там что? Полиция. Не полицая, а поставить железобетонную балку. Потому что выезд отсюда, от этих домов, Они объезжают вот, все пруд. вокруг перекрестка сделан выезд Там прекрасный, на проезд улицу побратимов. Или Они проезжают ну, это внутри дворовой проезд. Да нет там проезда, там сквозная дорога. В 19 доме я не знаю, как жильцы живут. Почему они ее не заминируют, эту дорогу? Понятно, вы Это невозможно. концентрируете, там дворовой проезд, а ее используют для того, чтобы обходить пробки. Так или нет? Да. Хорошо, Да, поставим мы бетонные блоки, завтра надо будет скорую там проехать. И как она будет? Въезд во двор. Или пожарная Въезд во команда. двор. Почаще Нет, полицейских все и покруче. Другое дело, что установить искусственные Подождите, неровности. Не да. надо неровности. По-другому Потому что нельзя, все ну как дворы заблокировать оттуда здесь? есть въезды. Ну, вот человек разумный Я вещь. потому что Отсюда есть езжу на въезды машине, сюда. заблокировать нельзя все. Как это нельзя? Нельзя. Ну как нельзя? Ну не Даже ради может там скорых ходить пожарных машина. Ни одна скорая там не пойдет. не доедут. Конечно. Это не И так все плохо едет. Это не дорога. Я говорю, проезд и дорога. Я говорю, что это проезд. Я говорю, это проезд. Дорога это делается для проезда, для движения. Но чтобы там не было опасность для жителей, как вариант, это установить искусственную неровность. Только так. Я готов считаю, и что прыгать на них. но Тогда зачем дорогу эту А ее нет, пройдем? она там не нужна. Да, на это пожарный проезд. А этим домам нужно. А вот на перекресток дорога въезд, выезжайте сюда и на Побратимов. Понятненько, От этих домов, от тех выезжайте туда, на Проблема Комсомольский имеет проспект. место быть. Ирина Все, Михайловна, там нет сквозного проезда. Как вы Побратимов. зовут? ведем. Александр Александрович, То, что там выишь. 13-й. А еще можно ваше имя и из какого дома? о том, что мы Дом рассмотреть 9, вопрос Владимир. установки искусственных неровностей. Пометьте. Да хуже, это надо перекрывать дорогу. Вы пройдите туда, тут 50 метров пройти. И решите на Ну месте. просто некоторые прям агрессивно очень. Всех кричит, на самом деле Это хуже, тем более школа. Дублер Комсомольского проспекта, дворы будут Который должен был открыться в прошлом году, да? откроется он. Уже год прошел, а ВОЗ и ныне там, так же, как и бассейн. Девочки, давайте. Да потому что все только обещания, а выборов до Давайте выборов. поспокойнее, мы же все Нет, люди. я просто говорю. И все эти проблемы нужно решать нормально, спокойно. Это не дорога, это проезд, сделанный добровольно. Какого года? Можно уточнить? Я звонил в ГАИ. Нет, просто говорили в прошлом году, что будет в ноябре месяце 2013 года дублер установлен. В интернете все это было написано. Я не знаю, я такие нюансы. Если вы интернет смотрите, значит знаете. Могу я вас пригласить в 9? Нет, можно вот и нас из 9-го дома очень много всего. Вот по поводу, раз нам уже поставили, да, как бы коробочку, не знаю, как это правильно называть, площадку, да, игровую. Вот там нету освещения. Сейчас будет зима. Вот вы посмотрите, на этой площадке нету освещения. Можно записать вопрос по поводу освещения. Не только можно, а здесь я как человек, который отвечает за это дело. Я обещаю, что мы сделаем. Ирина Михайловна, пометьте, пожалуйста. А конкретно вот Значит, еще, кроме конкретно всего, установить освещение. здесь второй светильник, развернуть его на площадку. Да. Вот 13-й дом. Сейчас, минуту. 13-й дом. У нас детской площадки практически нет. У нас развалюха И 18... второй светильник 12 надо лет будет назад поставить. поставленные. 2 светильника поставить и достаточно. Это мы сделаем. Я А обещаю. еще по поводу вот школьной территории, это не к вам вопрос освещения? Нет. Это не к вам. Это вопрос. Нет, я просто школы. уточнила, А просто это тоже какую потому- школу? Школа 12-я. 12-е. Значит, рассказываю. Что там тоже нету освещения самой территории. Там- 2 смены, Там дети утром в освещение темноте, вечером. есть. Я сам был на крыше. И 2 смотрел. фонаря его не А вот включают. сейчас, Оно есть, 2 просто не фонаря вот так вот горит. а вот сейчас у там входа. сделали капитальный ремонт крыши. Это я вам отвечаю, потому что знаю. Да, делался. Да, капитальный ремонт крыши. Сейчас там заканчиваем работу по замене магистральной теплотрассы, да? Вы видели? Ну, видела, да? копают, да. Сейчас мы еще сделаем новую врезку в школу, чтобы подать туда по новым трубам и забыть проблему с
теплоснабжением, горячим водоснабжением в школах. Потом я обещал директору, я свои обещания выполнил, мы установим на крыше дополнительные еще, чтобы осветить всю территорию. Раз. И второе. А вы думаете, на крыше это достаточно, если какая территория большая? Что здесь вход, да, там три достаточно, входа? учитывая те возможности, которые у нас есть. Значит, хотелок, может быть, я трезвый человек в жизни, я понимаете? вам тоже говорю, и вы в семье то же самое, наверное, когда имеете бюджет, семейный бюджет, вы думаете, вот эту надо мне взять обязательно, потому что надо накормить семью. Вот это надо взять обязательно, надо одеть ребенка и самой одеться. А вот эту я куплю завтра, а вот эту послезавтра. Почему, когда нам повышают тогда коммунальные платежи, у нас не спрашивают, есть у нас на это бюджет или нет? Нам автоматически повышают и все. Народ не спрашивает. Вы же согласны? Мы столько с вами дискутируем, вы не Я не представились. дискутирую, я представлялась уже зовут? неоднократно. Филевская Наталья меня зовут. Наташа, можно я, потому что я все-таки старше. Я вам хочу сказать, я бюджет не корректирую. Я к вам пришел с открытым забралом разговаривать по тем проблемам, которые я решаю. Да? Просто так, как вот дама была, чтобы сказать, просто покричать на меня. Я, например, не согласен, чтобы на меня кричали. Я не хочу, чтобы меня накричали. Я пришел к вам не кричать. Я пришел отвечать за те вопросы, за которые я отвечаю, и держу ответ перед вами. Я отвечаю за жилищно-коммунальное хозяйство, за благоустройство. Я доведу все вопросы до заместителя, который курирует эти вопросы. Вот. Услышат нас когда-нибудь. В отношении освещения я вам сказал, я этот вопрос решу. Хорошо, давайте мы с вами переговорим все-таки. Мы с вами только говорили по вопросу территории. А внутри дома есть проблемы. Как у вас отопление было? Горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализование. Сейчас, постоянно. Не постоянно, а периодически. Желтая идет горячая вода. Это вопрос о Люберцах, к сожалению. Нет, девчата, не во всех Люберцах. Я живу вот в гарнизоне, да? У нас, иногда бывает, когда идет ремонтные работы, кто из вас, я думаю, что у вас большинство высшее образование имеет и знает физику и законы физики. В любом случае, если десятилетиями эксплуатируется труба, да, горячее водоснабжение, отопление, холодное, осадок все равно какой-то есть, и он оседает. И любое изменение давления, это называется сбалтывание среды. И сразу вот эта муть поднимается, найдет к нам с вами в стране. Потом со временем все стихает. Вторая проблема, которая конкретно у вас здесь на севере в Люберцах, это проблема предельного насыщения воды железом. Физику тоже я вам рассказываю как инженер, да, что при нагревании воды свыше 60 градусов, значит, начинает окись железа появляется то, что есть. Что мы делаем? Что мы делаем, чтобы решить эту проблему? Мы ее уже решили, дамы. Уже решили. Мы протащили 500-ю трубу Люберецкую, то есть Московского водоканала. И мы заключили договор на поставку московской воды, а со стороны улицы Черемухина подходит этот водозабор. И мы смешиваем на 15